приветствовать вас на гала-концерте Международного фестиваля классической музыки «Дети детям». На протяжении месяца мы были с вами по ту сторону экрана. И вот, наконец, мы рады видеть ваши искренние улыбки и счастливые лица. Этот фестиваль стал одним из самых значимых проектов в области культуры и искусства не только Республики Башкортостан, но и России. Сегодня мы завершаем этот беспрецедентный проект. Ведь, несмотря на все сложности и далекие расстояния, мы смогли дать вам самое важное – это общение с удивительными педагогами. «Дети детям. Музыка наших сердец» – это социально-культурный проект благотворительного фонда Владимира Спивакова. В этом году 12 музыкально одаренных детей выступают на сцене Государственного концертного зала Башкортостан вместе с Национальным симфоническим оркестром Республики. В 5 этапов проходил международный фестиваль классической музыки «Дети детям». На начальном этапе фестиваля был осуществлен сбор заявок. Далее состоялось прослушивание полученных видеозаписей экспертной комиссией. Затем в течение 3 недель проходили онлайн-мастер-классы на платформе Zoom у ведущих педагогов из России и за рубежа. Далее в течение недели шли онлайн-концерты по каждой специальности. География участников следующая. 4 района. Уфимский, Туймазинский, Балтачевский, Учелинский. 8 городов. Уфа, Октябрьский, Стерлитамак, Учелы, Салават, Белебей, Кумертау, Нефтекамск. Проект был рассчитан на 6 специальностей. Скрипка, фортепиано, вокал, баян, флейта и саксофон. А сейчас приглашаем на сцену представителя организационного комитета фестиваля. Слово предоставляется директору благотворительного фонда Владимира Спивакова в Республике Башкортостан, генеральному директору Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан Артуру Назиуллину. Поприветствуем! Добрый день, дорогие друзья, дорогие ребята, уважаемые родители и преподаватели. Я вас всех приветствую от имени оргкомитета. Не хочется затягивать с речами, потому что мы здесь встретились совершенно для другого, а для того, чтобы чествовать Ее Величество музыку, талант ребят. И мне очень радостно сегодня здесь стоять, потому что яркие ребята приняли участие в абсолютно, как уже сказали сегодня, беспрецедентном проекте. Я думаю, что это новая веха в культуре не только Республики Башкортостан, но и всей Российской Федерации, когда мастер-классы с уникальными педагогами, онлайн-концерты, и завершается это все сегодняшним днем торжественным гала-концертом с госоркестром. Я думаю, что это абсолютно беспрецедентная история. Мы сегодня увидим разных ребят из разных городов, играющих на разных инструментах. И затягивать не будем, я думаю, что хочу всех поблагодарить. Поблагодарить в первую очередь преподавателей, которые воспитали этих детей, преподавателей, которые работают, невзирая ни на какие трудности нашего времени. Вы делитесь полностью с собой, с этими детьми. Дай Бог вам всем крепкого здоровья. Конечно же, хочется сказать спасибо детям, которые принимали участие, но я думаю, что спасибо и они должны сказать нашим педагогам, которые занимались с этими детьми. Еще раз спасибо всем. На проект «Дети детям» отбираются только талантливые дети. Они участвуют в 2-недельных мастер-классах. Потом их отбирают на гала-концерт с оркестром. Туда очень сложно пройти. На сцену приглашается дирижер, главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, дирижер Большого театра и Госкапеллы России Дмитрий Крюков. Открывает гала-концерт ученица среднего специального музыкального колледжа города Уфы
Радмила Сабирова, фортепиано, преподаватель Каримова Лия Фридовна. Иоганн Себастьян Бах. Концерт для клавира с оркестром номер 5, фа минор, первая часть. Я люблю исполнять веселые произведения, медленные, красивые. Я сама захотела заниматься музыкой и попросилась в музыкальную школу. А вообще музыка мне доставляет удовольствие. Выступать на сцене для меня это немного волнительно, но сильно волноваться нельзя, потому что можно сыграть плохо. Нужно думать о хорошем, помнить о том, что тебе говорил педагог. Мне педагог говорил играть музыкально, это значит с душой, красиво, чтобы зрителям понравилось. В ходе проекта ребята прошли серию мастер-классов. Музыканты с мировыми именами регулярно выходили на связь с юными талантами. Встречи в онлайн-формате дали возможность побывать на индивидуальных занятиях у виртуозов классической музыки, невзирая на расстояние и часовые пояса. У Баха это как музыка камни, музыка в архитектуре. Знаешь, вот когда, представляешь, ты смотришь на какой-то очень красивый, там, допустим, собор, да, или какое-то очень интересное здание, да, вот смотришь, и такие все, тут и завитушки, тут одно, тут какая-то фреска, тут... И вот это вот эти все вот такие детали, ты можешь их очень хорошо увидеть и прослушать.
потому что у тебя все очень хорошо. Наша семья состоит из музыкантов, все музыканты в семье. Я играю на поперечной флейте со 2 класса. Сейчас я учусь на поперечной флейте 6-й год. Поперечная флейта — это классическая стандартная флейта. Мы держим ее так, она железная, может быть золотая, серебряная. Но это не важно. Но... Валентин Дадаханов, флейта, ученик среднего специального музыкального колледжа, город Уфа, преподаватель Сафуанова Гульфия Рафисовна. Вольфганг Амадей Моцарт, анданте для флейты с оркестром.
Мастер-классы проходили в дистанционном формате. Мы работали над звуком, над стилем, над пьесами. Мы узнали очень много новых упражнений. Приняла участие в этом замечательном проекте «Дети детям» и считаю, что он помогает и дает какой-то толчок к развитию и новые возможности для музыкантов молодых. И я очень благодарна этому проекту, его основателю Владимиру Теодоровичу Спивакову. Алина Нигматуллина, вокал, студентка Уфимского училища искусств, город Уфа, преподаватель Латыпова Надежда Михайловна. Генри Пёрсел, ария королевы индейцев «Я стремлюсь от любовной тоски улететь» из оперы «Королева индейцев». Этот конкурс дает путь к большому искусству, чтобы проявить себя как музыканта. Я очень вдохновилась. Мне хочется вот вносить в музыку что-то свое, как вот взять звук. Мне хочется пробовать новые произведения. Я играла концерт Гайдена «Ре мажор» для фортепиано с оркестром. Гайден — это очень светлая музыка. Его надо исполнять светло, радостно. Иногда есть моменты, где можно погрустить, а вот можно взорваться. Особенно мне нравится очень играть Гайдена. Вот. Самира Алиулина, фортепиано, ученица среднего специального музыкального колледжа, город Уфа, преподаватель Старикова Валентина Ивановна. Йозеф Гайден, концерт для клавира с оркестром, ре мажор, первая часть.
Выступать с оркестром – это не передать словами. Все наполняется звуками, это такой восторг, все так прекрасно звучит, все чисто, красиво. Мне очень нравится выступать с оркестром, это было мое первое выступление с оркестром. Я выступаю на сцене уже очень давно, и как-то вот волнение уже не чувствуется, уже вот чувствуется радость. Хочется подарить музыку зрителям, слушателям. Мастер-классы у меня проводила педагог Немирович Данченко, Екатерина Васильевна. Это прекрасный педагог, она мне дала очень много нового, как вот поставить правильно звук. Хотя это все было по телефонной линии, по зуму. Все равно на дальних расстояниях чувствовалась эта любовь, это терпение, эта радость, которую она передает. Это саксофон сопрано, он в таком маленьком виде. Есть еще прямой саксофон сопрано, но это такой, не знаю, мне вот этот больше нравится. Мне он очень нравится, я всегда на нем играю, мне очень он нравится, в общем. Семен Тришин, сопрано, саксофон. Ученик Уфимской детской школы искусств, город Уфа.
Мастер-классы были интересные, они происходили, получается, с московским педагогом Леонидом Борисовичем Друдиным, которого я тоже хочу поблагодарить. Они были очень интересные, увлекательные. Я научился правильно извлекать звук, правильно считать, убедился в правильном счете, в правильной аппликатуре, и много чему другому. Да. 51-й такт, обрати внимание. Не нужно перегружать последний звук ля, к которому ты идешь. Ты с таким старанием играешь. Какое-то сверхусилие. Он должен быть воздушней. Этот проект с того года начался «Дети детям». Я в нем тоже поучаствовал, мне очень понравилось. Для меня это было как возможность, и все было очень интересно. Были разные поездки, концерты, мастер-классы. Мне это все очень понравилось. За это я хотела бы поблагодарить фонд Владимира Спивакова и проект «Дети детям». Я буду исполнять «Кармен». Это фантазия на тему «Кармен». Ее написал Дердля. Это фантазия и вообще сама опера о цыганке Кармен. Лейсан Сайфулина, скрипка. Ученица детской школы искусств номер 2, город Октябрьский. Преподаватель Булатова Гульфира Сулевзянова. Франтишек Дырдо. Кармен. Фантазия.
проект очень мне помог. За 2 недели мастер-классов я прям почувствовала, что выросла как-то в игре. Очень, даже несмотря на то, что мастер-классы были онлайн, и преподаватель как бы не рядом, далеко-далеко, очень все равно полезно, он правильно все точно говорил мне. И, знаешь, мне не очень нравится, в какой ты части смычка играть. Вот эти вот первая четверть, тарадарам, которая идет, вот в этой музыке, да, парарарам, первую четверть, раскрой больше руку. Это не играет в нижней части смычка. А ты, из-за того, что ты немножко вяло, тарадара, ты остаешься в нижней части, до середины максимум. А надо тарадара, как бы ближе к верхней части. И это широко надо играть. Теперь смотри, мне не хватает акцентов. Вот здесь парам, пара, та-да-да-да-там. Ярче. Это надо жестче сыграть. Ла-да-да-да-там. Сегодня на концерте я буду играть произведение Эжена Боза «Ария». Я его выбрал, потому что на этом же произведении я выигрывал в разных конкурсах и концертах. И еще оно такое прекрасное. Оно напоминает певучую песню. Вообще, ария — это такой оперный жанр, когда человек поет один. А в этом же случае ария — это когда исполняется один инструмент сольно, а аккомпанирует ему либо оркестр, либо фортепиано. Дарий Лихачев, альт-саксофон. Студент Уфимского училища искусств, город Уфа. Преподаватель Янбаев Рустем Вилевич. Эжен Боза, ария.
Этот инструмент вообще называется альтовый саксофон. И по звучанию он более такой бархатный. И этот саксофон японского производства. На нем можно играть разные произведения, от классики до современных жанров. Мне больше нравятся такие музыкальные произведения, как классические и джазовые, и даже из поп и попсу я тоже люблю играть. Ну, скрипка сам по себе это такой утонченный очень инструмент. Конечно же, звук зависит от мастера, от работы, какая скрипка, но именно мой инструмент, у него такой глубокий, достаточно звонкий звук. Я бы не сказала бы, нет, даже нежный. Если, конечно, зимой это надо вытаскивать из инструмента, но так, такой глубокий, звучный, и вообще я люблю свою скрипку именно за качество работы, за звук, за утонченность. Чулпан Исхакова, скрипка. Ученица среднего специального музыкального колледжа, город Уфа. Преподаватель Богомолова Лилия Феликсовна. Генрик Винявский. Концерт для скрипки с оркестром номер 2, вторая часть, романс.
должно нравиться чувство, что у тебя получается какая-то музыка, что у тебя получается мелодия. Вот это, скорее всего, способствует занятиям ежедневным. Именно чувство радости за появляющуюся музыку, я не знаю, мелодию, там, отрабатывание техники, то есть то, что становится все лучше и лучше, и ты можешь это показать всем. Стоп, подожди. Останови. Значит, смотри сюда. Си, ре, ля, ре, си. Там было неплохо. Си, до, си, ля, си, ра, та, ра, 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 ра. Когда ты выходишь на верхние ноточки, вот это си, до, си, ля, си, вот это на верхние ноты, да, на самом верху. Здесь не разгоняйся. Ты как бы поднялась наверх, и опять опять их распой, и тогда вторая волна, и перейдешь в Россию. Важно выходить на сцену, потому что это как развитие. То есть, когда музыкант играет для себя, зачем? Ну да, это приятно, когда, я не знаю, ты можешь играть в кругу семьи, но это не дает никакого развития. А на сцене, то есть тебя могут заметить люди, ты можешь понравиться, тебя, я не знаю, могут пригласить на обучение куда-либо. То есть, и вообще это в целом просто развитие и удовольствие приносит. Международный фестиваль классической музыки «Дети детям» – это замечательный фестиваль. Всего из 60 участников нас отобрали на мастер-классы с мировой знаменитостью Айдаром Ильдусовичем Салаховым. Детская школа искусств, село Субханкулово, Туймазинского района. Преподаватель Баталова Эльза Фанисовна. Светлана Гвардейчик. Настроение. Мы каждый раз работали над разными произведениями. И нам это очень сильно понравилось. Мы теперь учли себе это и начали уже с другими произведениями также работать.
Народный вокал, он всегда будет. Он как и был в те времена, он будет и в эти времена, и в следующие времена. Это навсегда, мне кажется. Это так же, как и опера, так же, как и классика. Роман Мамалимов, вокал, студент Уфимского училища искусств, город Уфа. Я считаю, что наиболее востребованный жанр – это классика, потому что прежде всего это оркестр. И я не имею в виду, что есть исключения, когда с оркестром и поют и эстраду, и все что угодно, и народный вокал. Но именно на этом конкурсе, он же национальный оркестр. И, в принципе, да, классика. Но здесь и больше всего...
обожаю играть на своем инструменте. Я просто даже не знаю, как это выразить. То, как мне нравится играть на нем, можно выразить только музыкой. Я люблю атмосферу, когда ты играешь, когда зал тебя слушает. Это просто что-то нереальное. Энергия идет по кругу, и от зала идет к тебе, и потом от тебя опять к залу. Это что-то невероятное. Лилиана Максютова, флейта, студентка Салаватского музыкального колледжа, город Салават. Преподаватель Азметов Ирик Талкович. Сесиль Шаминат, концертина для флейты с оркестром.
Музыка — это просто целый мир. Музыка нужна для того, чтобы передать те эмоции, те чувства, которые нельзя передать словами. Это может быть даже посыл от композитора, который писал музыку, то зрителям, слушателям. Я буду играть на прекраснейшем инструменте. Моей специальности это рояль. Прекрасные просто ауры, которые я сейчас буду играть с приятным оркестром, с приятным дирижером. Буду играть Бетховена, концерт для фортепиано с оркестром, номер 1, до мажор, первая часть. Каждая нотка, когда ты играешь, произносится такой прекраснейший звук. Ты просто восхищаешься, кто может так создать вот такой вот прекрасный инструмент, когда ты играешь и просто вдохновляешься им, хочешь подарить эту всю музыку всему залу, всем зрителям, просто даже слов нету. Вообще я живу в музыке. Музыка — это моя жизнь. Я просто не могу без нее жить. Я прихожу в колледж, сразу сажусь за рояль, даже перед уроками начинаю заниматься. Потом я хочу приходить на свою специальность по фортепиано с какой-то новой изюминкой. Хочу какие-то свои интонации, какие-то свои нотки подобрать к этому произведению, свою импровизацию. Но не всегда я это так делаю, потому что надо играть всегда по нотам. Как написано, так надо играть. И раньше я немножко стеснялась сцену, я не очень привыкала к этой сцене. Я думаю, так, главное сыграть все, чтобы было хорошо. А сейчас я хочу просто насладиться этим, дать это наслаждение, эту музыку зрителям. И в завершении гала-концерта фестиваля выступит Полина Домрачева, фортепиано, ученица среднего специального музыкального колледжа город Уфа, преподаватель Каримова Лия Фридоновна, Людвиг ван Бетховен, концерт для фортепиано с оркестром номер 1, до мажор, первая часть.
Thank you.